вы в частности журналисты? Я в курсе этого был с самого начального периода. То есть в тот же вечер мне позвонил мэр и позвонил начальник милиции. Я был в милиции, когда допрашивали Алана в тот момент. И никакого разговора о том, что ранен тот ОМОНовец, не было. Ни со слов начальника милиции, ни со слов следователя. Все это, и он мне лично, начальник милиции, сказал, что тот человек бежал, он в розыске, и через 2-3 дня мы встречались, да? Когда встречались, через 3 дня он явился сам, и начальник милиции сказал, он у нас сидит в СИЗО. И после этого пошла вся эта ситуация. Это судья. Все это контактные формы. Это мы не первый раз встречаемся с ОМОНовцами, которые служили у нас во время военных действий в Чечне. Все это люди живые. И вот на фоне этого и происходит сегодняшний поворот в их сторону. Можно сказать, даже власть, не городской власти, потому что сегодня в основном издевательство по их прокурору. И сегодня по разговору прокурора, как будто он адвокат у этого человека, которого обвиняют, преступника. И вот это есть здесь пределы. И я неоднократно и на Координационном совете города, и в других местах удивлял. И недавно приезжал человек, который брал разные такие данные по городам. Я ему четко то же самое, он просто приезжал. То же самое я и ему сказал. И сегодня, которое творится, и по ходу, видя, что сам адвокат его с такой ухмылкой сидит, а других предупреждает, вы не ухмыляетесь, это уже намек на то, что ведущий тоже судья, уже настроенный человек. Поэтому свое мнение такое. Тут общественный резонанс должен быть обязательно. И конкретно уже по окончанию этого судебного этих заседаний рассмотрены вышестоящие органы. Весь этот ход следствия. Тут полнейший беспредел. Человек, который несколько человек ранил, выпущен на свободу, свободен себе гуляет, из такой этой самой, и на это смотрит из-под тишка судебный власть. Власть пытается реализировать молодежь, кадетские корпусы. Эти люди, преступники, которые должны находиться сейчас, повести наказание, разумеется, да, а вместо этого обучают детей. Непонятно почему. У вас есть такая информация? У меня много информации, потому что я ежедневно, можно сказать, недавно даже была ситуация, когда уже ко мне обратились, школа даже, детей и в домашних условиях, и педагоги называют оттуда, с Кавказа, который и баран духом пахнет, и другое, пятое, также в нашем колледже это. Я неоднократно по этим вопросам обращался к нашей власти, и даже к Комарову, что поставил вопрос о том, чтобы убрать директора колледжа, который полный национализм проводит в колледже. И так есть другие вопросы. В третьей школе есть недавний вопрос. Здесь есть вопросы. Но мы стараемся эти вопросы как-то уладить. То, что мы лояльно относимся, чтобы нормально уладить, это же не значит, что мы боимся ничего. Я 40 лет нахожусь здесь, и в нашем городе мы всегда находили язык с людьми. И с властью когда-то. С людьми мы находили язык. А сегодня, смотря на эти действия, есть до этого еще были действия в других местах, я вижу, тут надо какой-то нейтральные судебные власти, которые должны в нашем городе, может и в Нижневартовске, и в других. Просто вот это отношение уже надоело.
надо как-то, если мы говорим, что мы россияне, значит, мы должны быть одинаковые. Да, просто мы нигде не понимаем. Да, одинаковые. Для меня нет разницы, что я работал начальником управления, у меня было до 200 человек разных национальностей. И сегодня ни один из них не может сказать, что где-то я его оскорбил по национальному признаку, или другие, которые рядом со мной оскорбляли кого-то. Мы находили общий язык и будем находить общий язык. К чему-то надо приходить. Надо, так говорится, творить добро. Может, оно, вот только не твори, что-то она в положительную сторону не поворачивается. Закрывать глаза не получится. Ни в коем случае. Глаза закрывать никто не собирается. Харзалиев Мадран Батарович, представитель главы Чеченской Республики Ханты-Мансийского округа. Адам, вы как официальное лицо можете нам пояснить, в последнее время вообще у нас какой-то такой сложный случай, что здесь явно что-то не то говорит, потому что людей могут просто расстрелять в центре города, могут просто там потыкать ножами, да, то есть просто могут пострадать абсолютно невинные лица. И это происходит, да, вот у нас вот, буквально на северном центре, в глубинке. Что вообще на самом деле происходит в этом городе? То есть мы не возьмем этот город, мы возьмем Ханты-Мансийский округ. Сейчас возьмем округ, потому что вот это движение, которое произошло в регионе с ОМОНовцами, это не первый случай. За это в течение года, 2 лет, это уже 5-й случай. То есть за год это 5-й уже случай. За 2 года 5-й случай именно с войнахами. Где избивались, где в каждом случае, где была стрельба, избивались, происходило вот это избиение именно в своей форме, в одежде в ОМОНовской. Это значит То есть люди не при исполнении. не при исполнении Превышение чуть должностных. Издевательства 3 раза. Судите. Сейчас, значит, в регионе. И последний случай 4 дня назад 9 человек, 5 утра заскочили, все одновременно, полностью с обысками. Сейчас вот находясь, даже сегодня находясь в суде, если обвинитель защищает, не обвиняет, а наоборот защищает потерпевшего. Если следователь, который вел дело, его убирает, ставит другого следователя, и он переворачивает это дело в совсем другую сторону, и на это смотрит судья, потому что сегодня в суде, я опять беру сегодняшний случай, сегодня в суде, если в открытую заявляет, что мы давили вас, чеченцы, будем давить. Обвиняем. Обвиняем. Если вас давили. Прямо на суде. Прямо на суде. Чернышов Денис. Вот. Обвиняем. Что он этим гордится, и на это власть смотрит, прощает его. О чем будем говорить? У меня эмоций много, разговоров много, но мы сейчас тут вышли. Очень Это большую не проблему. межнациональный вопрос. Но он это может стать таковым. межвластный получается. С людьми-то, с народом-то проблем нет. Мы все живем здесь мирно, существуем со всеми нет проблем. Но есть компетентные органы, которые должны пресекать Да. это действие. Но они наоборот пошли. Вы можете посмотреть сегодня, можете посмотреть любой город, любые органы, посмотреть, работает ли там хоть один чеченец. Ну, если он не из Дагестана, к примеру, может быть, где-то затерявшись 1-2 найдется. А так, ни в одном структуре милицейских нету чеченцев. У нас был один ингуш полковник, мы его тоже брали. Можно было сказать, что это есть конкретно отдельно взятые какие-то зачинщики, которые Полковник сейчас министр решит. конкретно эти люди являются инициаторами всего этого. Инициаторами, видишь, что когда людям все дозволено,
когда людям все дозволено, у них есть погоны, они могут себе всё. То есть герои всегда найдутся. Да, герои всегда найдутся. Какова позиция главы Чинска? Скажите, пожалуйста. Следует дана команда, чтобы я поехал в суд, присутствовал, посмотрел и полностью сделал отчет именно по этому суду. Представьте, Я являюсь советником председателя управления Комсомольского округа Игра. А также позже, значит, апреле назначен полномочный представитель Республики Ингушетия Комсомольского округа Игры. вас зовут? Меня зовут Иса Галимпанович, фамилия Улбагачева. Я сегодня здесь присутствую по приглашению, значит, нашего канала, когда мы сегодня заседание. Значит, вы знаете, о чем с вами идет речь, значит, я скажу коротко. Все это спектакль. Ничего больше. Действительно, в сценарии только спектакль. Если как-то пришесть нас... Для чего он нужен? Ну, все догадайтесь, для чего будет спектакль. Для чего? Вот побежать в одну сторону, стоит, скажем так, да? Нельзя. Правильно сказали предыдущий, значит, там, выступающий, что народ, который вызывает всем свои души, это не значит, в игре, идут братство, единство, где принимается участие в нормальных мероприятиях во всех городах округа, есть, во всех нас организованы, значит, общественные организации городов округа, где будут председатели, заместители. Мы снимаем планы мероприятий на год, выполняем их, доводим до руководства, значит, внутренних дел, глав, значит, соответствующих городов. Соответственно, если живем, все выполняем нормально, а когда встречаемся по поступлению, видите, вы черные, как можно преступников 100%, 110%, что видно, что он не выгораживает. А судья себя ведет вообще ничего не понятно. Она не дает даже моргнуть, не моргайте, не дышите и так далее. Отец, значит, страшно может смеяться и по телефону переписываться, значит. Тот же адвокат переписывается с телефоном прокурором, который, кстати, модернизирует. Уже хуже. То есть так можно? Вот эти люди, которые создают спектакль, они вообще понимают побочный эффект, обратную сторону действия? Я думаю, что не понимают. Если не понимали, то этого делать. Это понимает даже любой школьник. Они хотят. Понимая, не хотят. Я думаю, так и будет. Пока мы всегда. Это бывает в любом случае. Поэтому что я желаю все-таки всем. Я, знаете, я сказал бы так, что сделать надо войнавскую дорогу. В данном случае конкретно. В данном случае назначил, значит, место, темное место за городом, где там кладбище и так далее, да, где там передают деньги, сказано, да. Но сегодня же век научных технологий, техники. У нас есть телефон, тот же WhatsApp, да, те же карточки. Ну, у нас убьет, сказать, дорогой Саня, да, вот мой номер карты, да, скинь мне, пожалуйста, деньги. И нормально разошлись бы, да. А то, знаешь, как утилизация, да, выскочили, значит, теперь на военную бумагу, да, и поехали туда, а там, соответственно, ловушку. Вот так и получилось. Нас, значит, там расстреляли, нас ломали, били и так далее, и потом нас чуть-чуть обвиняли. А, соответственно, судья это все в курсе, все прокуроры в курсе, понимаете, назначит сторону преступников, не более. А совет у меня был наш, войнавского народа, что это Душан, да, да и всем кавказцам скажут, да, в том числе, понимаете, в отношении скажут, те Кыргызстан, слышали, кабардинцам, все-таки если мы сталкивались, да, быть поспокойнее, поумнее, не надо вспыльчивать, вот надо постыть надо. Вот зачем надо? Выскочил, побежал. Нет, посоветоваться, да, старшим там. Есть у нас тем более, я интегрирую власть в округе, да, председатель городского образования, заместитель, 5-10, работа с молодежью у нас, заместители, да, работа все. Позвонить, попросить, вот такая ситуация, что нам делать? Как быть? Ну, подсказать, не надо спешить, не надо, значит, спешки принимать какие-то решения, да. Соответственно, сабр, говорят, да. Это все, в принципе, говорить можно много, но на сегодня власть принимает власть, соответственно, просто народа, усилий, я не желаю, чтобы власть созналась и шла вместе с народом. Слушай, народ всегда не скажет, потому что нет у власти, сколько это